Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмилля, альхамдулиллах. Салату вассаляму аля расулиллах. Альхамдулиллах. Мы восхваляем Аллаха за то, что Он дал нам возможность предстать перед Ним, несмотря на наши грехи, несмотря на наши недостатки. Аллах Тааля дает нам возможность предстать перед Ним, выстаивать намазы, молитвы, падать ниц перед Ним. И, альхамдулиллях, милость Аллаха безгранична. Несмотря на многочисленность наших грехов, мы знаем, что Его милость, она безгранична. Грехов много, но милости у Аллаха больше. Поэтому Аллах Тааля прощает нам грехи. И как один из праведных предшественников, когда он обращался к Аллаху, он говорил: «О Аллах, я знаю, у меня очень много грехов, их очень много, но я знаю, что Твоя милость, она безгранична. Поэтому ее хватит, чтобы простить мне мои грехи, поэтому пусть Аллах простит нам наши грехи». Иншаллах, продолжаем уроки прощения грехов, причины прощения грехов. И на прошлом уроке мы с вами немножко только затронули тему природы греха, что такое грех и в чем мудрость того, что Аллах Тааля создал нас слабыми перед наущением шайтана, перед мирскими благами. И может быть, некоторые и были вопросы, некоторые братья, может быть, и, как сказать, неправильно поняли даже тот хадис, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что если вы перестанете совершать грехи, то Аллах Тааля заменит вас теми, которые придут на эту землю, и они будут совершать грехи, и они будут просить у Аллаха прощения, и Аллах будет прощать им грехи. То есть ни в коем случае, дорогие братья, нельзя понимать этот хадис так, что вот оказывается можно грешить, что нужно грешить, да? Не надо бороться с грехами, не надо исправлять свои недостатки. Конечно, это никак не должно расслаблять нас. Вот этот хадис, во-первых, он доказывает нам, что люди, они никогда не будут ангелами. Потому что есть ангелы, у них нет никаких грехов. У них нет грехов. И не может быть грехов, потому что это ангелы. Но природа людей, Аллах ее создал так, что люди, у них всегда будут грехи. У них всегда будут прегрешения, у них всегда будут недостатки, и они всегда должны бороться с этими грехами. Всегда должны бороться с этими грехами. Поэтому, как говорил один ученый, дорога наша длинна, а мы идем по этой дороге черепашьими шагами. То есть наши шаги, они черепашьи, а дорога очень длинна. И не важно дойти до конца дороги, а важно, чтобы ангел смерти нашел нас на этой дороге. Поэтому борьба, она всегда должна идти. Нет предела совершенства, и никто не может встать среди нас, никто не мог встать среди сподвижников и сказать: вот я дошел до совершенства, у меня нет грехов. Грехи, они всегда есть, всегда будут. И поэтому Аллах прощающий. И Аллах через наши грехи, Аллах воспитывает нас. Воспитывает нас. Иногда вот этот хадис и другие хадисы, они доказывают, что Аллах, Он управляет даже нашими грехами. Никто не совершил бы грех, если бы на то не была воля и мудрость Аллаха. Некоторые, например, есть такая акида, это заблудшая акида, и среди мусульман есть такие, которые говорят, якобы Аллах управляет всеми благими нашими делами, да? Все наши благодеяния, они под управлением Всевышнего, а все наши грехи — это уже за управлением Всевышнего. Но получается, мы ограничиваем Аллаха, Его мощи, Его силе, Его управление. Управление Аллаха абсолютно. Если Он правитель, Он правит всем. И даже Иблис не может никого ввести в заблуждение, если на то не будет воля Аллаха. Но это не значит, что
что Аллах любит, когда мы грешим. Нет, мы должны бороться с этим. Мы всю жизнь должны бороться, и очень часто Аллах Тааля через грехи нас наказывает. Когда Аллах Тааля лишает кого-то ночных молитв, он совершил где-то грех, из-за этого греха Аллах лишил его ночных молитв. Иногда человек не просыпается на утренний намаз. Может быть, он себя успокаивает. Так я же будильник поставил, так я же все причины взял. Но ты же не проснулся. Аллах же не дал тебе возможность, Он же лишил тебя. За что-то, значит, где-то что-то ты делаешь не так. Тебе надо таубя делать, тебе надо истигфар делать. Поэтому как-то читал одну историю в арабской книге. Во время еще халифов, не праведных, просто халифов, да, был такой случай, когда группа мусульман, она отправилась совершить хадж. И они остановились возле какой-то немусульманской деревни, немусульманского селения, за деревней, да, где-то. И они построили лагерь и решили провести там ночь. По каким-то причинам, не знаю, там не написано, группа мусульман, она направилась в деревню. Может быть, там провизия, еда закончилась, вода. И один из мусульман увидел молодую девушку и влюбился. Потерял разум. Все, вот увидел эту девушку и потерял разум. Она была не мусульманкой. И все, желание там совершать хадж, идти дальше, он все потерял. Его братья взяли, там, ругали, там, бисмилля, Аллаху Акбар, ты что, иттакилля, побойся Аллаха, ты что, мы же идем совершать хадж. Он не поехал в хадж. То есть они уже все, не смогли его перевоспитать, они все ушли, он там остался. И он попросил у отца этой девушки руки ее дочери. А отец поставил условие: если ты оставишь свою религию и примешь нашу религию, тогда я тебе дам дочку замуж. Он долго думал, но любовь слепа, да? Разум был уже, у него уже разума не было, поэтому он отрекся своей религии. И женился на этой же девушке. Он получил ее, но так получилось, что отец этой дочки, у него была свиноферма. А ему же надо где-то зарабатывать. И он сказал ему: вот иди паси свиней, зарабатывай себе на жизнь и живи так. И он начал пасти свиней. Проходит неделя, 2, месяц. Паломники, братья совершили хадж, машаллах, покаялись от грехов и обратно возвращаются в свои родные края. И они останавливаются возле этой деревни и не верят своим глазам. Их брат, который вышел из дома мусульманином, остался в этой деревне, стал муртадом, отрекся от своей религии, женился на этой девушке и видит возле деревни стадо свиней, и пастух этих свиней их брат бывший. Но у всех, конечно, богобоязненность уже, все там, обновили все, да? Все, машаллах, идут с хаджа, его взяли за шкирку, может, кто-то побил, кто-то это, да, там, и так, ты что, ты в куфре? И он покаялся. Аллах вернул его, помиловал и вернул его в религию. Они вернулись, он все оставил, и женщину эту, и свиней, ему ничего не надо было, да? Он понял свою ошибку, он покаялся и вернулся. И вот проходит год, может быть 2, и они как-то друг с другом связываются, тогда телефонов не было, и они решили встретиться. Вспомнить, как они хадж совершали, да? Ну, у каждого своя история, так ведь? И вот так, когда очередь дошла до этого юноши, он рассказал свою историю. Он сказал, что вот все знали, как Аллах его опустил в куфр, да, он свиней пас, и Аллах Тааля его вытащил из этого куфра. И он, когда начал свой разговор, он сказал: я, говорит, долго думал,
в чем же мудрость того, что вот мы с вами все вместе вышли на святую дорогу, в хадж, совершить 5-й столб ислама, но Аллах вывел меня из этой дороги. Аллах вывел меня из ислама. Он забрал у меня иман. Я принял другую религию, я стал пасти свиней харамов, да? А потом Аллах вернул мне в сердце иман, и Аллах Тааля вернул мне мою религию. Вот за что Аллах меня так опустил, я долго думал. Я, говорит, наверное, нашел, говорит, причину. То есть, значит, я что-то такое сделал, что Аллах лишил меня и хаджа, и ислама на какое-то время. Так меня унизил и опозорил. И вот я думал, говорит, и может быть в этом причина, говорит. Был как-то, говорит, случай, когда я шел по улице, и я навстречу мне попался зимми. То есть, кто такой зимми? Это не мусульманин, который живет в исламском государстве и который принял условия исламского государства, и государство, халиф, взял его под свою опеку. То есть обижать, унижать, забирать что-то у зимми нельзя. И вот, говорит, когда по дороге попался мне этот зимми, я не уступил ему дорогу, я его-то вытолкнул с пренебрежением. То есть ты зимми, дай мне дорогу. И вот, говорит, за это Аллах лишил меня хаджа, говорит, вы все совершили хадж. Аллах лишил меня того, чтобы я пришел к нему в дом Кааба, да, чтобы совершил это поклонение. Аллах заставил меня принять религию того, кого я оскорбил, унизил, да. Аллах меня опозорил, а потом вернул. Вот поэтому, понимаете, даже грехи людей, они управляемы кем? Создателем. Поэтому, почему я вот привел в начале урока вот эти хадисы, что люди, они все равно будут грешить. Это не потому, что давайте расслабьтесь, дорогие мои, да, совершайте грехи, Аллах все равно простит. Нет. Если кто-то расслабится и будет совершать грехи, Аллах лишит его покаяния. Вот некоторых, когда, уже пенсионеров, может быть, наших дорогих, да, уважаемых, абыйларны, апаларны, когда начинаешь призывать в ислам, они говорят: Хазрат, вот еще 5 лет, потом я к тебе приду, не переживай. Во-первых, твой приход мне как-то и не очень-то нужен. То есть я не нуждаюсь в твоем приходе. Ты нуждаешься в том, чтобы пришел в мечеть, да, к Аллаху. Во-первых. Во-вторых, ты придешь через 5 лет, если Аллах пожелает. Если Аллах пожелает. Ты покаешься. Некоторые говорят: да вот сейчас на пенсию выйду и потом приду. Ты придешь, если Аллах пожелает. А если Аллах не пожелает? Потому что если нет этого рвения, если ты не ищешь истину, если ты не понимаешь, что ты должен оставить эти грехи, Аллах не наставит тебя на истинный путь. Поэтому вот это есть природа греха. Аллах Тааля за что-то, может быть, унижает людей через эти грехи, через эти недостатки. Но это ни в коем случае не означает, что мы должны расслабиться. Айда муафадлиль магфира. Дальше мы с вами начали проходить попунктно величие и превосходство магфира, то есть прощение. Чтобы нам понять, что прощение это действительно это великое благо. Если Аллах кого-то простит, машаллах, если Аллах кому-то простит его грехи, он, может быть, уже в чем-то другом даже и нуждаться не будет. Поэтому несколько пунктов мы с вами прошли и дошли до пункта, что Аллах Тааля вменил в обязанность ангелов, самых великих ангелов, которые несут трон Аллаха, чтобы они просили прощения не за свои грехи, у них нет грехов, а за грехи верующих, которые каются, которые просят прощения у Аллаха. Вот, машаллах, вот природа людей, да, беспечность людей. Очень много людей, они просто не просят у Аллаха прощения за свои грехи, потому что они не понимают, они не видят своих грехов. Их грехи закрыли их зрение, они слепы своими грехами. А безгрешные ангелы, машаллах, день и ночь просят за нас прощения. А дальше мы с вами говорили, что да'ватуллахи иляль магфира, Всевышний Аллах призывает людей к раю и призывает к прощению. Потому что сначала призывает к прощению, а потом к раю, потому что только через прощение грехов люди могут оказаться
в раю. И сегодняшняя наша тема, ну сколько, иншаллах, успеем, имтинану Аллахи аля набийихи, саллаллаху алейхи вассалям, биль магфирати тамма. Всевышний Аллах обрадовал своего посланника, пророка, алейхиссалату вассалям, биль магфирати тамма, то есть полным прощением, что Аллах Тааля простит все прегрешения. И Всевышний в Коране, в сура Аль-Фатх, в первом и вторых аятах сказал: «Инна фатахна лака фатхан мубина». Воистину мы открыли для тебя, и здесь оно больше в значении даровали тебе фатхан мубина, то есть победу явную. Явную победу мы тебе даровали. «Лиягфира лака Аллаху ма тақаддама мин замбика ва ма тааххар», чтобы Аллах простил тебе все твои прошлые грехи и все твои будущие грехи. «Ва ютимма ни'матаху алейка», и чтобы Аллах, то есть Он даровал тебе победу, чтобы Он довел до конца свою милость, то есть усовершенствовал, довел до совершенства свою милость, которую Он к нам проявил. «Ваяхдияка сиратам мустакима», и чтобы Он провел тебя по пути истины. По пути истины. Вот это сура Аль-Фатх, 1-2 аяты. И вот что означает «мы даровали тебе победу». В тафсире ученые говорят, что здесь речь идет о результатах Сульхуль-Худайбия, Худайбийского соглашения, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пошел в сторону Мекки с мусульманами, уже с жертвенными животными, да, думая, что они смогут, намереваясь сделать умру, но мы знаем, многобожники их не пустили. И здесь, конечно, все сподвижники, они расстроились, они были в печали, но Аллах Тааля через этот случай дал им явную победу, потому что посланник Аллаха в этот момент смог заключить договор с многобожниками. Он договорился с ними, что они там 10 лет не будут воевать. И вот здесь он договорился, что те, которые могут принять многобожие, будут принимать многобожие, кто останется в многобожии, а кто может принять ислам, они могут принять ислам. И вот, то есть он, получается, в каком-то роде он добился за равные права мусульман и многобожников, ислама и многобожия. И вот это было поражением для многобожников. Потому что люди, они толпами начали принимать ислам. Толпами. И если посмотреть, сколько было мусульман до Худайбийского соглашения, и сколько мусульман стало после, да, это невозможно сравнить. Это невозможно сравнить. Поэтому это была явная победа мусульман, явная победа пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому Всевышний сказал: мы даровали тебе явную победу. И действительно, вот в этом аяте мы видим безграничную щедрость Всевышнего Аллаха по отношению к его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. Это фатхун мубин. Первое, это явная победа. Действительно, это была явная победа, потому что многобожники со своей историей, со своими доводами, да, что это религия наших родителей, бабушек, дедушек, да, они не смогли противостоять тем доводам, с которыми пришел ислам. Ислам их просто поразил. Просто их поразил, поэтому люди толпами. Это явный фатхун мубин. Ва магфиратун шамиля. Всеобъемлющее прощение Аллаха. Потому что Аллах сказал, чтобы Аллах простил тебе твои и прошлые, и будущие грехи. То есть это действительно явная победа. Прощение, всеобъемлющее прощение. Ва ни'матун тамма. Аллах Тааля сказал, чтобы довел милость до конца. Чтобы усовершенствовал эту религию. Это действительно щедрость Аллаха. Ва хидаятун фабита, и действительно непоколебимая, железная, истинный путь. Что Аллах Тааля будет вести их по прямому пути. И альхамдулилля, лакад фараха Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям. И
когда посланник Аллаха услышал эти аяты, он очень обрадовался. Он очень обрадовался, и пророк, алейхиссалату вассалям, обрадовался не только за себя, потому что в этом аяте была явная победа не только для пророка, а для всех верующих. И в этом аяте Аллах Тааля обрадовал прощением грехов не только своего посланника, а всех верующих. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Нузиля алейя аль-бариха сура хия ахаббу иляя минад дунья ва ма фиха». Вчера Аллах не спаслал мне суру, которая является милее, любимее для меня, чем весь этот мир и все, что содержит этот мир. Все, что в этом мире, все, что в этой дунья, да, вот эта сура, они любимее для меня, чем вот вся эта дунья. Вся эта дунья. И в другом риваяте, который передает нам имам Муслим, посланник Аллаха сказал: «Лакад анзалат алейя лейлата сурат хия ахаббу илейя мимма талиат алейхи шамс». И в эту ночь ниспослана была мне сура, которая является лучшим и любимее для меня, чем то, над чем восходит солнце. То есть, чем то, что солнце восходит, чем дни, ночи. То есть любимее для меня. И эта сура, он прочитал: «Инна фатахна лака фатхан мубина», воистину мы даровали тебе великую победу. Это в сборнике имам Муслима. Поэтому, когда он услышал эти аяты, он понял смысл этих аятов, и он увидел безграничную щедрость Аллаха по отношению к нему и его умме. И, машаллах, его сердце наполнилось чем? Благодарностью. Его сердце наполнилось благодарностью. И вот эту благодарность, которая у него была в сердце, да, вот этот шукр, да, пророк, алейхиссаляту вассалям, он проявил в чем? В его фи сурат, в образе салятин тауилятин мединатин. То есть в образе молитвы, ночной молитвы тауилятин, длинной, мадидатин, то есть продолжительной молитвой. То есть он захотел поблагодарить Аллаха за эту милость, и он благодарил его в образе ночных молитв, когда он выстаивал перед ним ночные молитвы. И про эти молитвы сказала Аиша радиаллаху анха: «Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям», посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, когда выстаивал ночные молитвы, у него опухали ноги. У него отекали ноги. А мы знаем, женщины, они всегда переживают за мужей, особенно если это избранный пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И когда она увидела, что ноги опухли пророку, саллаллаху алейхи вассалям, отекали, она пожалела пророка, алейхиссалату вассалям, и сказала: «Я Расулаллах, атаснау хада», ты совершаешь так, ты так усердствуешь, «Вакад гафараллаху лака ма тақаддама мин дамбика ва ма тааххар», а ведь Аллах, Он же простил все твои грехи. У тебя нет грехов. За что ты себя так мучаешь? Да? За что? Ты почему так усердствуешь? Ведь Аллах простил все твои и прошлые, и будущие грехи. И как ответил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Действительно, вот за что ему стоять целую ночь? Очень часто, когда Биляль, радиаллаху анху, приходил в мечеть первым, чтобы азан сказать, он видел, что пророк, алейхиссаляту вассалям, он еще стоял в ночных молитвах, и очень часто он видел, что под его бородой чувствовалось небольшое пятна от слез, которые уже проходили уже через бороду, капали по бороде пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому пророк, алейхиссаляту вассалям, ночами выстаивал молитвы, и когда Аиша радиаллаху анха спросила: «У тебя и так все грехи, они прощены?» И что ответил? «Я Аиша, афаля акуну абдан шакура». А разве мне не стоит быть благодарным рабом за это? Неужели мне не надо за это благодарить Аллаха? То есть пророк, алейхиссаляту вассалям, когда выстаивал ночные молитвы, он радовался. Потому что вот эта благодарность, которая у него была здесь, да, она выявлялась именно в его молитвах. Он через эти выстаивания ночных молитв, он проявлял благодарность к Аллаху. И этот хадис раваху Муслим в сборнике имама Муслима. Поэтому
посланника, алейхиссалату вассалям, и его умму Аллах обрадовал прощением. Дальше. Идем дальше. Аш-шафаату ва суалул магфира лил уммати маками набийна аль-Махмуд саллаллаху алейхи вассалям. Шафаа, ходатайство, заступничество и прощение, просьба о прощении грехов для своей уммы в достохвальном месте. То есть макам аль-Махмуд — это то место, если переводится Махмуд, то есть это восхваленное, достохвальное место. Макам — это место. И этого места удостоится только один в истории всего человечества. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорил, что он надеется, что этого места удостоится только он. И вот этот Макам аль-Махмуд, про это Всевышний сказал в сурат Аль-Исра, 79 аяте: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. И в ночь выстаивай, усердствуй, выстаивай молитвы, и может быть Аллах ябгатака возведет, может быть, твой Господь возведет тебя на вот это достохвальное место. То есть, может, Аллах одарит тебя этим достохвальным местом. И вот пророк, алейхиссалату вассалям, он выстаивал ночные молитвы, чтобы Аллах одарил его этим местом. И вот некоторые братья спрашивают, а что это за место? Может быть, это просто какие-то блага райские? Пророк, алейхиссалату вассалям, хотел вот дойти до этих благ, да? Здесь немножко другое. Макам аль-Махмуд, вот это достохвальное место, дает тому, кто удостоится этого места, такие возможности, которых ни у кого не будет. И какие эти возможности, вот сейчас мы с вами, иншаллах, в хадисах прочитаем. Абу Хурайра, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, прочитал им аят «Аса ан ябгатака раббука макаман махмуда». Быть может, Аллах возведет тебя на достохвальное место. И когда у него спросили, а что это за место? Вот действительно, кто-то может подумать, да, вот посланник Аллаха, наверное, решил удостоиться вот этого особенного места, где находиться будет только он, и, может быть, только он будет получать какие-то райские блага, да, другие не будут получать. Нет. Пророк, алейхиссалату вассалям, когда у него спросили, а что это за место, которого он должен добиваться через ночные молитвы, он сказал: «Хия шафаа». Макам аль-Махмуд – это заступничество. Это право на что? На заступничество. А перед Аллахом за кого заступаться? За себя? Нет. Он будет заступаться за нас, за нашу умму. То есть получается, он добивался, выстаивая ночные молитвы, чтобы Аллах дал ему право на заступничество, чтобы он заступался за свою умму. И как передает, как рассказывает Сальман аль-Фариси, это один из подвижников, радиаллаху анху, он говорит, что в судный день люди придут к пророку. Есть хадис у шафага, хадис можете прямо забить в интернете, это очень такой, машаллах, очень сильный вагаз, хадис о заступничестве, когда люди в судный день предстанут перед Аллахом, здесь Джаханнам, здесь мизан, да, когда горы летают как выщипленный пух, да, они прошли через могилу, все в страхе, когда ангелы дрожат перед Аллахом, ангелы безгрешные будут дрожать перед Аллахом, когда пророки будут дрожать перед Аллахом, да, и вот люди придут к Адаму, алейхиссалям, попросят у него заступничество. Адам скажет: нет, у меня свои проблемы, я сам должен их решить, я не знаю, Аллах простит меня, не простит за это. Потом они идут и к Мусе, и Нух, алейхиссалям, и Муса, и Ибрахим, алейхиссалям, и Аиса, алейхиссалям, и только в конце они придут к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхиссалям. И вот Сальман аль-Фариси рассказывает, что в судный день придут люди к пророку, алейхиссалату вассалям, и скажут: «Я наби Аллах, о посланник Аллаха, о пророк Аллаха, анталлади фатахаллаху бика ва хатама». Ты тот, которым Аллах открыл
тобой Аллах открыл свою милость и завершил свою милость, то есть последнее послание. И Аллах простил все твои и прошлые, и будущие грехи. Заступись за нас. Попроси у Аллаха, скажи что-нибудь, заступись, кто будет заступаться за нас, потому что они не знают, кто. Здесь Джаханнам, здесь Сират, и никто за них не заступается, и они идут к пророку, и пророк, алейхиссалату вассалям, отвечает им: «Наам ана сахибукум», да, я ваш спутник, я ваш товарищ в этом, и в хадисе говорится: да, я для этого, чтобы заступаться за вас. И тогда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, он подойдет к райским воротам, и в райских воротах будет кольцо, такое вот золотое колечко. Вот раньше были же, так стучались, да, из золота. И он постучится в райские ворота, и тогда ангелы спросят: кто там? Кто там? И он скажет: фаякулю Мухаммад. Он скажет: я Мухаммад. И тогда ангелы откроют перед ним врата рая. И как в хадисе говорится, что ангелы скажут: нам Аллах повелел открывать только Мухаммаду, только тебе. То есть получается, райские двери, ворота откроют только пророку Мухаммаду. И тогда он предстанет перед Всевышним, перед его милостью, перед Всевышним Аллахом, и попросит прощения, и попросит разрешения у Аллаха падать ниц перед ним, сделать суджуд. И Аллах Тааля фаю'дануля, и Аллах разрешит ему падать ниц перед ним. И вот когда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, окажется вот в этом положении, это самое великое положение для любого человека, да, суджуд, тогда Всевышний откроет ему такие виды поминания Аллаха, восхваления Аллаха, благодарения Аллаха, которых Аллах до этого никому из своих созданий не открывал. То есть Аллах научит его во время этого суджуда таким зикрам, таким поминанием, словам поминания Аллаха, который ни один даже ангел не знал до этого. И пророк, алейхиссалату вассалям, начнет восхвалять Аллаха через эти слова восхваления. И тогда ему скажется: «Я Мухаммад, о Мухаммад, ирфа ра'сак», подними свою голову, поднимись с суджуда. «Васаль ту'та», проси, что тебе нужно, и будет даровано тебе. «Вад'у туджаб», взывай к Аллаху, и Аллах ответит тебе. И в хадисе говорится: заступись, ходатайствуй, и Аллах примет твое заступничество. И тогда пророк, алейхиссалату вассалям, поднимет свою голову и скажет: «О Господь мой». Вот как раз вот это есть макамуль махмуд. Вот это место, которого удостоится только один из всех людей. И это будет пророк, иншаллах, алейхиссалату вассалям. И вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда совершит суджуд, Аллах ему скажет: подними голову и проси, что ты от меня хочешь, и я тебе дам. Взывай ко мне, и я тебе отвечу. И тогда, вот представьте себе, да, вот пророк, алейхиссалату вассалям, ему была дана возможность, ему дается та возможность, которую никому Аллах не дал. И вот тогда он скажет: «Фаякулю робби уммати уммати», о Господь мой, моя община, спаси мою общину. То есть он будет делать дуа, истигфар за свою общину. Тогда Сальман аль-Фариси говорит: Аллах еще раз разрешит ему, то есть он попросит еще раз совершить суджуд, и Аллах разрешит ему сделать суджуд, падать вниз перед ним, и Аллах Тааля еще откроет ему, научит его тем словам восхваления, которого никто до этого не знал, и тогда Аллах Тааля еще скажет ему: «О Мухаммад, подними свою голову, проси, и будет даровано тебе, вашфа, и заступайся, и Аллах примет твое заступничество, и взывай, и будет тебе отвечено». И тогда, и вот Сальман аль-Фариси говорит, он это 2 раза сделает, 2 раза суджуд, и тогда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, будет заступаться за каждого
человека, в сердце которого иман веры, мithqala шаира, которая равна зернышку пшеницы. Если у него в сердце есть иман, хотя бы в зернышке, размер зернышки пшеницы, а у мithqala хаббати мин хардаль, или же в зернышко горчицы еще меньше, да, он будет за него заступаться. И Сальман аль-Фариси сказал, ради Аллаху анху, вот это есть макамуль махмуд, это есть достохвальное место, которого пророк, алейхиссаляту вассалям, добивается. И вот ради чего все это? Чтобы просто попросить за нас всех прощения. За нас всех прощения, саллаллаху алейхи вассалям. И вот как продолжение уже идет следующий пункт. Суалюль магфира хия да'вату лати хабба'аха ан-наби саллаллаху алейхи вассалям ли умматихи. И вот как раз просьба о прощении грехов, наших грехов, это есть мольба, которую посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, оставил на потом для своей уммы. Магфира, азиматуль кадр, действительно, прощение грехов это великое благо Всевышнего Аллаха. И посланник, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах Тааля дал ему выбор. Он должен был выбрать или то, что половина его уммы войдет в рай, или же он будет заступаться за свою умму. И пророк, алейхиссаляту вассалям, выбрал второе. Вот представьте себе, Аллах дал ему выбор. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, этот хадис сахих, раваху Ахмад, от Ибн Умара и сборник Ибн Маджа. Хуйирту байна шафаати ва байна ан ядхуля шатра умматиль джанна. Аллах дал мне возможность выбрать между заступничеством и между тем, что половина моей уммы будет в раю. И я выбрал заступничество. То есть пророк, алейхиссаляту вассалям, не стал довольствоваться тем, что, представьте себе, половина его уммы будет в раю. Он выбрал заступничество. Он сказал, что будет заступаться дальше за них. Дальше. И в другом хадисе пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Ликулли набийин да'ватун мустаджаба». Каждого пророка Аллах одарил одной мольбой, мустаджаб, которая непременно исполнится. То есть, которую Аллах непременно примет. «Яд'у биха ва инни ахбату да'вати». И я оставил эту молитву на потом. То есть пророк, алейхиссаляту вассалям, при жизни он не использовал эту молитву. И в другом риваяте говорится, что я оставил свою молитву, свою мольбу. То есть каждому пророку посланник Аллаха дал возможность совершить один раз дуа, и эта дуа непременно исполнится. Непременно исполнится. И пророк, алейхиссаляту вассалям, он не использовал эту возможность при жизни. Он оставил это шафаатан ли уммати фил ахира, как возможность о заступничестве своей уммы в судный день. И в другом еще риваяте говорится, что каждый пророк, он использовал эту возможность при жизни. Каждый пророк, они фатааджаля куллу набийин дагватаху, и каждый пророк поспешил обратиться к Аллаху с этой мольбой и получить ответ. И они получили. А пророк, алейхиссаляту вассалям, он оставил эту мольбу для своей уммы. И в риваяте имама Аль-Бухари говорится: «Фахия наилятун ман мата мин уммати ла юшрику биллахи шай'a». И вот эта моя мольба, моя дуа, которую я оставил для своей уммы, она хия наиля, то есть она достанется каждому, кто умрет из моей уммы, не предавая Аллаху в сотоварищи. То есть, если этот человек из общины пророка Мухаммада, если он не совершал ширк, потому что мы знаем, что если человек совершал ширк, и он
умер, не покаявшись от этого ширка, у него нет возможности ни на заступничество, ни на рай. Аллах сакласан. Но пророк, алейхиссалату вассалям, вот эта мольба, она достанется тому, она дойдет до того, кто умер из моей уммы, не предавая Аллаха сотоварищей. Поэтому это милость Аллаха, машаллах, то, что Аллах Тааля внушил нашему пророку Мухаммаду оставить эту мольбу на потом, в судный день. Он не использовал это, а оставил нам. Чтобы мы что? Попросили, чтобы он попросил прощения. И еще один хадис, тоже достоверный хадис от Абу Муса, радиаллаху анху, который передает имам Ахмад, имам Тирмизи, Ибн Хиббан, сахих, достоверный хадис, где пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Атани атин мин инди рабби», как-то раз ко мне пришел кто-то, то есть, наверное, ангел, да, скорее всего, от моего Господа. Пришел ко мне ангел от моего Господа и дал мне возможность или ввести половину моей уммы в рай, или же право на заступничество. И я выбрал заступничество. Я выбрал заступничество. И мое заступничество получит каждый, кто умер, не предавая Аллаха в сотоварищи. Аллаху никого в сотоварищи. Поэтому вот это цена прощения. Представьте себе, это цена прощения. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он торговался с кем? С Аллахом. Аллах предложил ему две вещи, два блага. Или половина твоей уммы будет в раю, и я лишу тебя заступничества, или же я даю тебе право на заступничество. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выбрал заступничество. А заступничество — это как раз просьба о прощении наших грехов. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, в судный день будет заступаться и просить прощения за нас, грешников, беспечных, чтобы Аллах простил нам наши грехи и ввел нас в райские сады. Вот это тоже доказывает, машаллах, величие истигфара. И еще один, наверное, пройдем, да? Суалюль магфира хуа дуауль ма'фур фи агля лаяли аль-умр лейлатуль кадр. Самая великая ночь в течение года — это лейлатуль кадр, ночь аль-кадр, ночь предопределения. И ночь предопределения является действительно самым драгоценным временем в жизни мусульманин, если Аллах Тааля даст ему возможность провести вот эту ночь в поклонении, в поминании Аллаха, в дуа. И вот если Аллах Тааляның амры белян, если по воле Аллаха кому-то суждено провести вот эти мгновения в поклонении, что он должен говорить? Что он должен просить у Аллаха? Вот представьте себе, Аллах дал вам возможность, да, провести в поклонении самую великую ночь. Ночь, которая хайрум мин альфи шахр, которая лучше, чем 1000 месяцев, больше 80 лет. Вот в эту ночь, если тебе Аллах дал возможность, что нужно у Аллаха просить? О, Аллах, мне надо машину обновить. Мне жена нужна. Жена тоже нужна, альхамдулилля. Пусть Аллах одарит, у кого нет жены, да? Благочестивой женой. Кому-то дети нужны. Все нужно. Но когда Аиша, радиаллаху анха, спросила: «Я Расуль Аллах, если мне Аллах даст возможность оказаться вот лейлатуль кадр, то есть в ночь предопределения, поклонения, ма акулю фиха, что мне говорить в эту ночь? Что у Аллаха просить?» И посланник Аллаха сказал: «Кули, говори, Аллахумма иннака афуун тухиббуль афва фа'фу анни». О Аллах, воистину ты прощающий. Ты прощающий, ты любишь прощать, прости меня. То есть посланник Аллаха сказал: проси у Аллаха прощения. Проси у Аллаха прощения. Он не сказал: проси это, проси то. Он сказал: проси у Аллаха прощения. Этот хадис у имама Ахмада, Ибн Маджа, Тирмизи. И имам Тирмизи сказал, что это достоверный сахих хадис. Вот поэтому, дорогие братья, самые
великие моменты, мгновения в нашей жизни. Пусть это будет Лейлатуль Кадр, пусть это будет наиближайшее положение раба к Аллаху. Это где? Суджуд, да, мы с вами вспомнили дуа, зикр пророка, алейхиссалату вассалям, который он говорил во время суджуда, да, они всегда просили у Аллаха прощения. И завершая сегодняшний урок, хочу вспомнить случай, который произошел с Умар ибн Хаттабом, когда Умар ибн Хаттаб был халифом, пришла засуха, и люди начали приходить к амиру, жаловаться, что все высохло, что они останутся без ничего, без урожая. И тогда Умар, будучи халифом, он собрал весь народ, и они направились в пустыню. Вот в эту пустыню, чтобы сделать истиска, чтобы попросить у Аллаха дождь. И когда он собрал весь свой народ, да, когда они собрались, и вот он начал просить у Аллаха, вот он должен был начать просить у Аллаха дождя, и люди услышали, что он начал просить у Аллаха прощения. И он начал просить: о Аллах, прости нам, мы все грешные, вот мы пришли, вот все мы грешные, о Аллах, прости нам грехи, о Аллах, прости нам грехи. И больше он ничего не добавил к этим словам, и все вернулись домой. И Аллах ниспослал им обильный дождь, баракатный дождь, который оживил по воле Аллаха, машаллах, их урожай, их поля. И люди, они удивились. И те люди, которые слышали, что он просил у Аллаха, они удивились больше, потому что он ни разу даже одно слово, одно калима про дождь не сказал. И они подошли к амируль му'минин и сказали: о амируль му'минин, мы слышали, что ты даже ни одного слова не сказал про дождь. Ты ни разу у Аллаха не попросил дождя, и Аллах нам не спаслал этот дождь. В чем смысл? Он сказал: я попросил у Аллаха то, что приводит нам дождь. Истигфар. И он прочитал аят сурата Нух: «Факульту стагфиру раббакум, иннаху кана гаффара». И я сказал им: просите у Аллаха прощения за ваши грехи, ибо Он прощающий, юрсилис самаа алейкум мидрара. И тогда, когда Он простит вам грехи, Он не спошлет на вас с небес обильные дожди. Это аят сурат Нух. Поэтому он не стал просить у Аллаха дождя, а он попросил у Аллаха убрать преграду, вот этот забор, который лишает людей чего? Удела. Который лишает людей дождя. Если этого забора не станет, дождь сам придет. Поэтому он не стал просить: о Аллах, дай нам дождь, у нас все высохло. Да, он сказал: прости нам грехи. Потому что он знал, если грехи простятся, дождь сам придет. Поэтому удел раба, он упирается на наши грехи. И наши грехи способствуют причине того, что Аллах лишает нас удела. Поэтому пусть Аллах простит нам наши грехи. И вот как раз кафаратуль маджлис, искупление за маджлис, когда мусульмане собираются в каком-либо месте, пусть это будет урок, пусть просто общение, вот привыкайте говорить этот зикр: субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Это есть в книгах зикров, это как раз есть искупление за те, может быть, ненужные слова, прегрешения, пустословия, которыми мы занимались во время маджлиса. Поэтому пусть Аллах простит нам наши грехи. Джазакумуллаху хайран, хайрал джаза. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.